Информационная программа «Вести Кудым Карвили Иштиангат», студия Арина Батуева, Бур Рыд Тал выпускан. Крещение он ойке же Кудым Карн Будас готов купель Гагармна на медбаря Уджез. Рабочая профессия за чемпионат лишь политехнической техникум Локтис Вермеммезан. Пенсионный фонд управления примет заявление с семья ищень, когда бы боштина материнской капиталищ быд месяца вештам. Учат доход дезен семья из армасагижно заявление из медбы быд месяц вермыны бочно материнской капиталищ выплата. Сумма кадалан дас 1000 как еще как ямыс дас к мысруб. Деньга вештина кыкат кага понда. Управление пенсионного фонда в городе Кудымкаре и Кудымкарском районе принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем семьям, чей ребенок родился или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Мама имеет право подать заявление одновременно сразу два, то есть и на выдачу сертификата, и на получение данной ежемесячной денежной выплаты. Чтобы понять, имеет ли мама право на данную выплату, необходимо взять общую сумму дохода семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи. Ну, как правило, это будет 4 члена семьи. У нас мама, папа и 2 детей. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума, это для нашего края 16 206 рублей, то данной семье можно подойти в пенсионный фонд и подать такое заявление на данную выплату. При подсчете общего дохода семьи учитываются заработная плата, премии, пенсии, социальное пособие, стипендии, различного рода компенсации. Вештам лишь сумма, кола подтвердит документы и справка изан. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи, которые выплачиваются из средств федерального бюджета в связи, например, с чрезвычайными ситуациями. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав. Подать заявление на установление данной выплаты можно в любое время, в течение 1,5 лет. Если обратиться в первые 6 месяцев после рождения ребенка, то средства будут выплачены со дня его рождения. Если же обратиться позднее 6-месячного срока после рождения ребенка, то выплата назначится со дня подачи такого заявления. Значит, на 2018 год размер ежемесячной выплаты для Пермского края составляет 10 289 рублей. Аймам мишень заявление с примета на пенсионный фонд квартет номера кабинетен Уджалан Када Асущань Рытадж. Крещение ое отерпондаса порядно православно вежалун богоявлению вежалунлан духовный ладарилищ методом Кудымкарищ Вичкон. Некоторые бытует мнение, что это крещенская, это богоявленская вода. Это заблуждение, потому что чин совершается один и тот же. То есть, как завтра освящается вода, то же самое и на крещении Господне, в сам праздник. Тоже чин совершается именно освящение воды. Вечером будет совершаться всеночное бдение, уже на сам праздник крещения Господня или богоявления. И ночью в 11:30 будет освящение воды здесь в храме у нас совершаться, после чего крестным ходом будем идти на Иордань. Купаться – это по желанию, то есть церковь не говорит, что это обязательно, это традиция уже, которая, можно сказать, разродилась практически недавно. Главное, чтобы вот эту воду освященную мы с вами принимали как святыню натощак, утром, с молитвой, с просфорой, и чтобы мы именно ее принимали в себя. А то, что некоторые говорят, что там омываются грехи и прощаются грехи, это все неправда, потому что прощаются первородный грех в таинстве крещения, когда человек крестится, а все остальные грехи прощаются в таинстве покаяния. Праздник лан аша матуран ло обряд водоосвящения и сыкежа карен быдас готов. Крещенской оя правну купеля касьяна уна отир колям года карн сечем месвалиса куим шосаяс. Того Иордан сиджала счетиса и сяжа местан. Купель кериса гидротехническое сооружение невна улынжик. Вежаван мещище спонда лощетиса специальное сооружение медбы обрядовая процедура вели безопасной. Мы оборудовали купель, как вы видите.
сделали крест, сходы. Значит, сейчас будут дополнительно установлены здесь у нас сделаны линии, чтобы люди заграждения не уходили. Значит, предусмотрены силы и средства, которые будут задействованы. Это и полиция, и дружинники, значит, работники администрации, сотрудники МЧС, ГИМС и так далее будут задействованы при проведении праздника для соблюдения безопасности. Поэтому также обращаюсь к гражданам, горожанам, все, кто придут сегодня на проведение данного мероприятия, православного праздника Крещения Господня. И хочу напомнить, что нужно соблюдать правила безопасности поведения у воды. Не нужно сталкиваться и выходить массово на лед. Татын же суфтотаса палатка лымвыла ольсаласа и джаз, медбывежаваан мишишез эс кынта коккез. Олуас пункт кытантуя шонтишны, а джиры чай пожевайны шырын. И быдас это бурно вот вешкатище злыденно, что пырны вежава позже не быд мортла. Купание в проруби, именно где температура воды +1, +2 градуса, это шоковая терапия. И поэтому, скорее всего, что нужно купаться людям практически здоровым. Противопоказаниями к зимним купаниям нужно отнестись в первую очередь всем тем, у кого имеются хронические заболевания. Заболевания это болезни системы кровообращения. Сюда отнесем гипертоническую болезнь и первой, второй и третьей степени. Это лица, которые перенесли инфаркт миокарда. Если взять бронхолегочные заболевания хронические, безусловно, даже и говорить не надо, это противопоказания, конечно, к этим купаниям. Заболевания и желудочно-кишечного тракта, если туберкулез, это тоже противопоказания, бронхиальная астма. Ныпондакиннез ос шогала сидже эмаш рекомендациез. Плотно поесть жирную пищу, выпить горячий чай, выпить. Никакого алкоголя ни до купания, ни после купания. Обязательно к проруби надо подходить в удобной обуви, чтобы не подскользнуться. Не надо окунаться с головой, потому что ледяная вода может вызвать спазм сосудов головного мозга, и это, я считаю, что это не должно быть. И в ледяной воде нужно побыть не больше 1 минуты. Крещение ояка арештує сподналася медбивичкун служба коста да крестный ходен Иорданды на мунем коста, не мезвермуджукны локтище злищ туи. Сотрудниками полиции будут перекрыты улицы, движения. Для крестного хода вся безопасность предусмотрена. Организовано шествие, крестный ход будет до данного места. И здесь будет совершено крещение Господне, купание здесь, в этой купели. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить горожан с этим православным праздником, с великим праздником. Пожелать счастья, здоровья, успехов. Отиры сталом ветчищена татын уна и быдас кысья чулавны лыня. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Юсинский районный чулала конкурс «Человек года». Общественный совет при главе Юсинского района объявляет 3-й районный конкурс «Человек года». Выдвигать кандидатов на звание «Человек года» Юсинского района могут учреждения, организации, предприятия, общественные объединения, депутаты поселенческого и районного уровней, органы местного самоуправления, а также просто инициативные граждане. Цель конкурса – это выявление и повышение статуса граждан, занимающих активную жизненную позицию и проявляющих себя в формировании и развитии экономического и социального имиджа нашего Юсвинского района. Конкурс предполагает следующие номинации. Их всего 5. Лидер, номинация «Открытое сердце», номинация «Призвание», номинация «Проект года». И последняя номинация – это «Предприниматель года». Материалы мы начинаем принимать с 20 января и заканчивается прием заявок 20 марта. А подробнее с положением о данном конкурсе можно ознакомиться в газете «Юсинские вести» или на сайте администрации Юсинского района. Еще нёльдас шежимет года Испания чужис чемпионат, кытын мычал на рабочей профессии и вермашина этамыткад. Мировой уровень было петиса и Кудымкар решила чищез.
А рабочая профессия Щерт Вермашина Мушар Пашта – это мировое движение. Этнолунный за чемпионат. Он участвует в Кудымкаре Шелачан заведение с политехнической техникум Шеттис Нёль Вермем. Россия присоединилась к этому движению, мирового движению WorldSkills в 2012 году. В этом году мы принимали участие по 6 компетенциям, и по 4 компетенциям мы заняли призовые места. Отборочный тур чулалась в ноябре месяца. Сылан результаты Щерти политехнической техникуме Велочищез и Велотыщез представились компетенция из облицовка плиткой, технология моды, электромонтажные работы, ремонт автомобильного транспорта, сухое строительство и штукатурные работы. Мебель лошадом Щерти татыш Велочищ не бочтись медоджа места. Изготавливали достаточно сложные изделия. Сложное задание достаточно было. Тумба прикроватная, коробок. Частично там еще набор шпона был на лицевой ящике. А с профессией учткужем месяджа мучалась педагог Марина Бушуева и Сылан Велочищ. Это высочайший профессионализм. Те результаты, которые должны показать участники этого чемпионата, они должны достигнуть тех высот международных чемпионатов. Здесь показано 3 модуля. Данное изделие «Жакет на подкладе» был изготовлен в течение 8 часов. Нам вообще дали черный ящик, мы не знали, что там будет, какие материалы. И нужно было за час все это придумать и сделать, и чтобы это все было гармонично, сочеталось с костюмом. Нужно было сначала подготовить ткани, продиктировать, все сделать. Потом была раскладка лекал, раскрой изделия и уже пошив. Жакет нывкавурис как ямыс часткоста, декорирование керис этик часан, кыр Миланыш уджит модавыл мужской пиджак, вурона когда свит часткоста, и уджал насывыл не этик, а нёль да свит мастер. Вот качем уровень политехнической техникумлан. Участие в данных конкурсах, а именно в чемпионате «Молодые профессионалы», дает очень многое. В первую очередь нам, как педагогам и мастерам, на площадке мы обмениваемся опытом, получаем определенные знания, повышаем свое мастерство и квалификацию. Благодаря этим конкурсам улучшается материальная база учебных заведений. WorldSkills Russia рабочая профессия за чемпионат. Мычавны ашас и куже месывала локтана быдлаищ. Кудымкариш политехнической техникум велиш быдмис. Мастерес педагогез давила чищез. Каиса виль поспувала. И готовыш оджлань бура и достойные ауджавны. Сейчас наши мастера и преподаватели, те, кто заняли призовые места, первые места в этом чемпионате, будут готовиться к отборочному национальному чемпионату. Ребята, которые участвуют в конкурсе, они понимают, что производительность труда – это очень важное направление в работе каждого рабочего. Ирина Ватуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Это было мианталун быдас, велич панташам ашын рытнас, быдас бурса, аджишлутадж.